В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спокойных границ. Погранотряду СГБ Абхазии исполнилось 25 лет. Квартиры нуждающимся. Администрация Чемчирского района распределила квартиры 22 семьям. Избран единогласно у Федерации абхазских культурных центров Турции новый глава. 20 ноября исполнилось 25 лет со дня основания пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии. В честь юбилея в Новом Афоне и Сухуме прошли торжественные мероприятия. Погранотряд Республики Абхазия был образован во время Отечественной войны народа Абхазии приказом министра обороны 20 ноября 1992 года. Пограничники принимали участие в боевых действиях в составе Гагарского гарнизона. Первым начальником погранотряда стал полковник Георгий Авицба. Численность личного состава на тот момент была 120 солдат срочной службы и 30 офицеров. На первом этапе на пограничный отряд была возложена задача по охране пункта пропуска ПСО и пограничных застав Сальма и Аибга. В 1993 году погранотряд был введен в состав СГБ в качестве подведомственной структуры. В настоящее время общая численность личного состава составляет более 600 человек. Отряд охраняет сухопутные, речные и морские рубежи республики общей протяженностью 621 километр. С 2009 года в рамках договора с Российской Федерацией ведется совместное несение службы с погрануправлением ФСБ России в Абхазии на КПП «Ингур». Также совместно проводятся мероприятия по охране морских границ с дислоцированным в Чемчире дивизионом сторожевых катеров погрануправления ФСБ. Весь послевоенный период пограничники принимали активное участие в ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника на всей территории Абхазии. Памятник 13 пограничникам, погибших, выполняя служебный долг, установлен в городе Новый Афон. В день 25-летия со дня основания погранотряда здесь возложили цветы и венки. Затем торжественные мероприятия продолжились в Сухуме. С 25-летием со дня основания пограничников Абхазии поздравил начальник погранотряда Нодар Чачхиани. Пожелаю вам спокойных границ, мира в семьях, ветеранам. Пожелаю здоровья. Пожелаю, чтобы они всегда находили время, силы и желание помочь добрым, разумным, грамотным советом с высоты своего опыта, бесценного опыта, который накопился за 25 лет существования пограничного отряда. В честь праздника отличившиеся офицеры были награждены грамотами и медалями. Ряду военнослужащих также были присвоены очередные воинские звания. Завершилось торжественное мероприятие небольшим концертом, в котором приняли участие молодые вокалисты Абхазии и танцоры детской студии «Кавказ». В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба в эти минуты проходит церемония закрытия 11-го международного фестиваля кино и телевидения «Кунаки». В церемонии принимает участие президент Рауль Хаджимба. За 5 фестивальных дней в столице Абхазии зрителю была представлена 51 конкурсная картина. К завершению фестиваля были отмечены несколько киноработ. Победители 3 номинаций конкурса будут объявлены сегодня. 19 ноября сотрудники Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия задержали и водворили в изолятор временного содержания жителя Сухума Лакирбая Тенгиза Мурмановича, 1981 года рождения, преступного авторитета. Ранее в отношении Лакирбая следственным отделом УВД Сухума было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, сообщается на официальной странице МВД в Facebook. Еще 6 октября Лакирбая был объявлен в республиканский розыск. При задержании Тенгиза Лакирбая несколько человек оказали сопротивление сотрудникам милиции, переросшее в физическое противостояние. Приняты меры по установлению и задержанию лиц, осуществлявших противоправные действия, выраженные в открытом препятствии исполнению своих служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов.
История с подзабытым всеми памятником, установленным в шотландском городе Килмарноке по просьбе абхазской стороны более 20 лет назад, неожиданно актуализировалась 10 ноября, когда посол Грузии в Великобритании Беручашвили заявила, что власти Великобритании намерены демонтировать мемориал павшим в войне 1992-1993 годов защитникам Сухума в Килмарноке. Так что же стало с памятником и отношениями городов-побратимов? В теме разбиралась Нала Ковы. После окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1995 году в шотландском городе-побратиме Сухума Килмарноке был разбит парк памяти и сооружен мемориал, на котором выгравированы абхазский флаг и надпись «В память о тех из нашего города-побратима Сухум, кто погиб в абхазско-грузинском конфликте 1992-1993 годов». Экс-министр иностранных дел Абхазии, ученый Вячеслав Чирикба, вспоминает, что отношения между городами-побратимами Сухумом и Килмарноком всегда были очень теплыми. Еще в советское время были установлены отношения побратимства между городом Сухумом и Килмарноком в Шотландии, Великобритании. И были контакты, была делегация из Килмарнока в Абхазии в это время, и подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Вот. Когда началась война, конечно, очень связи сохранялись, и очень так тепло отозвались граждане Килмарнока и муниципалитет. Собрали средства, деньги собрали и через Красный Крест передали в Абхазию помощь нуждающимся. После войны в 1994 году была поездка делегации из Абхазии. Во главе был мэр Сухума тогда, Надар Хашба. Вот. Я тоже присутствовал, Станислав Лакоба там был, Юрий Воронов, в общем-то, и представители абхазской диаспоры в Лондоне. Вот. Была очень хорошая встреча, очень теплая. И о планах говорили на будущее контакты, и был концерт дружественный, прием был в Сити-холле. Так что было очень приятно, и тогда было решено, в общем-то, построить памятник о дружбе Абхазии и связанной с войной, с жертвами войны. С тех пор прошло немало лет. Поменялось руководство Килмарнока. Связи между побратимами ослабли. А несколько лет назад по одностороннему решению руководства шотландского города отношения двух городов в формате побратимства были и вовсе прекращены и преобразованы в дружеские. Был проведен временный демонтаж памятника павшим бойцам в грузино-абхазской войне. Власти Восточного Эйршира после внесения изменений в надпись на камне, которая, цитата, «будет соответствовать британской внешней политике», намерены восстановить мемориал. МИД Абхазии жестко отреагировал на заявление посла Грузии, назвав происходящее ярким подтверждением агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по отношению к Абхазии. Мы расцениваем данный акт с демонтажем мемориала в городе Килмарнок как очередной акт агрессии и вандализма со стороны грузинских властей. Если раньше власти Грузии долгие годы пытались физически уничтожить народ Абхазии, то на сегодняшний день эти возможности исчерпаны, и, судя по всему, руководство Грузии начало вести борьбу с памятниками, пытаясь уничтожить историческое наследие абхазского народа. Буквально завтра к нам приезжают сопредседатели женевских дискуссий, и мы будем обращаться к ним с призывом отреагировать на эту ситуацию и дать жесткую оценку деструктивным действиям Грузии. Мы также намерены поднимать этот вопрос на женевских дискуссиях в ближайшее время. Общественность Абхазии крайне возмущена действиями грузинских властей, расценивая их как кощунственные. В стране начался сбор подписей под петицией за сохранение мемориала, адресованной властям Килмарнока и Шотландии. В Галле прошел митинг, на котором жители выразили протест против сноса памятника. С заявлениями выступили практически все абхазские политические и общественные организации. Люди в Абхазии громко заявили о том, что это, конечно, неприемлемы такие действия. Это очень сильно отдаляет нас от какого-либо понимания, взаимопонимания в будущем. И то, что была реакция тоже представителей международных организаций, которые работают в нашем регионе, и с Абхазией, и с Грузией, там, с другими регионами конфликтными на Южном Кавказе. Такое сбалансированное, выверенное заявление, мне кажется, это было очень правильно.
Что касается восстановления связи с Килмарноком, в этом направлении уже проделана определенная работа. Официальное письмо главы администрации Сухума с предложением возобновить договор о дружбе и сотрудничестве с Килмарноком передано консулу России в Эдинбурге. На Алакове, Беслан Джинжоли, Абхазское телевидение. Вот уже 2 месяца, как в городе Чемчира, квартиры в 2 многоэтажных домах, недавно перешедших на баланс местной администрации, выделяются нуждающимся семьям. Среди них семьи, потерявшие родных в Отечественной войне народа Абхазии, многодетные семьи, а также молодые специалисты, сотрудники госучреждений района. Заявление на получение квартир подали около 160 человек. Комиссию, занимающуюся распределением квартир, возглавляет глава Чемчирского района Хрепс Джопуа. Согласно договору, новый хозяин выделенной жилплощади не сможет ее продать. Граждане, получившие квартиры, должны отремонтировать и заселиться в них в течение года. Только после этого новоселам выдадут ордера. За 2 месяца жильем были обеспечены 22 семьи. В ближайшее время это число увеличится до 60. В Стамбуле прошла 5-я Генеральная ассамблея Федерации абхазских культурных центров Турции. Федерация была создана в 2010 году и состоит из 13 культурных центров дернеков, созданных в разных регионах Турции. Согласно действующему уставу Федерации абхазских культурных центров, сроки полномочия председателя и правления определяются 2 годами. На этом основании Ахмед Хапат сложил свои полномочия. В этом году избран Атанур Акусба, 1970 года рождения, ранее генеральный секретарь Федерации абхазских культурных центров Турции. Количество делегатов нынешней ассамблеи превышало 400 человек. По официальному приглашению Федерации в данной ассамблее принял участие полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Вадим Харази. Также в работе ассамблеи приняли участие депутат Народного собрания Тайфун Ардзанба, председатель Госкомитета по репатриации Беслан Бар, вручивший от имени президента Абхазии Рауля Хаджимба орден Ахидзапша 3-й степени предыдущему председателю Федерации Ахмету Хапат. Гость из Северного Кавказа, зампредседателя благотворительного фонда Алашара Мурат Муков и представители консульства России в Стамбуле. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии, возглавляемая ее президентом Геннадием Гагулия, приняла участие в праздновании 25-летия ТПП Республики Татарстан. Геннадий Гагулия был приглашен на празднование в качестве почетного гостя, как и президент ТПП России Сергей Катырин, и президенты ТПП Казахстана, Узбекистана, города Лейпцига и многие другие. В Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева прошел 13-й международный форум «Диалог языков и культуры СНГ и ШОС в 21 веке». С абхазской стороны в форуме принял участие директор Абиги Арда Ашуба. Абхазский ученый выступил с докладом на тему «Опыт перевода богослужебной и художественной литературы с русского на абхазский язык». Тема заинтересовала участников форума, автору задавали множество вопросов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается резкое ухудшение погоды. Будет облачно ночью и утром, преимущественно без осадков. Днем дождь, переходящий к вечеру в сильный ливневый дождь с грозой. Ожидается ухудшение видимости на дорогах. Ветер ночью и утром умеренный, 5-8 метров в секунду. Ближе к вечеру с усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.